Еще до начала отборочного цикла чемпионата мира 98 было известно, что две команды сборной Бразилии и Франции автоматически войдут в число участников будущего турнира. Однако среди остальных претендентов на путевку во Францию существовала еще одна сборная, которой была открыта дорога на Мундиаль 98. Это национальная команда Мексики. Мексика обеспечила себе участие в финальной части Кубка мира после домашней нулевой ничьей с Соединенными Штатами за 2 тура до финиша отборочного турнира в зоне КОНКАКАФ. Однако то, что Мексика окажется в итоге во Франции, всем было и так понятно, задолго до упомянутого матча. Слишком уж велика разница в классе между мексиканцами и остальными командами этого региона. Конфедерация КОНКАКАФ, куда входит Мексика, включает в себя государства Северной и Центральной Америки, всего 30 членов. Но Мексика не слишком довольна своими соседями. Уровень их игры настолько низок, что мексиканцы побеждают без проблем в большинстве встреч и уже долгие годы являются безоговорочными лидерами конфедерации во всех соревнованиях. Именно поэтому Мексика давно пытается договориться с ФИФА о том, чтобы войти в состав Южноамериканской конфедерации, что обеспечит сборной сильных соперников, а лучшим клубам участие в Кубке Либертадорес. Думаю, что наш уровень игры здорово поднимется, если Мексика войдет в Южноамериканскую конфедерацию, говорит Луис Эрнандес. Если такое произойдет, то мы наконец узнаем, чего на самом деле стоит наш футбол. Очевидно, что возможное включение Мексики в число стран Южноамериканской конфедерации будет иметь для нее и негативные последствия. Если из зоны КОНКАКАФ мексиканцы легко попадали в финалы Кубков мира, то в Южной Америке у них будут проблемы. Однако похоже, что мексиканцы готовы пожертвовать своим благополучием в отборочных играх во имя подъема уровня футбола. Легкие победы в КОНКАКАФ явно не идут на пользу сборной Мексики в решающих играх. 9 раз она попадала в финалы мировых первенств, но там в общей сложности выиграла лишь 7 матчей. Первые шаги в направлении Южной Америки мексиканцы уже делают. Последние 3 года национальная сборная Мексики участвует в качестве гостя в Копа Америка, официальном чемпионате южноамериканского континента. На последнем Копа Америка, проходившем в Боливии, мексиканцы достигли полуфинала. Именно здесь они подверглись серьезной проверке, столкнувшись лицом к лицу с чемпионом мира, сборной Бразилии. После 2 мячей, забитых Луисом Эрнандесом, Мексика вела в счете 2-0. Однако во втором тайме бразильцы добились успеха трижды, победив в итоге 3-2. Впрочем, проигравшие были вполне удовлетворены тем, что поучаствовали в столь серьезном турнире. У клубов Мексики те же проблемы, что и у сборной. Именно поэтому их взоры обращены на Кубок Либертадорес. Ведь ясно, что игры с бразильским Сан-Паулу и аргентинским Риверплейтом несравнимы с матчами против чемпионов Гватемалы, Гондураса или Кубы. Сейчас в ФИФА обсуждается вопрос о включении 2 лучших мексиканских клубов в Кубок Либертадорес. Однако в целом Международная федерация оценивает возможный альянс Мексики с Южной Америкой критически. Нельзя резко менять существующий баланс сил в футбольных регионах, считает президент ФИФА Жоао Авеланш. Наличие Мексики в КОНКАКАФ способствует развитию футбола в Коста-Рике, Гватемале, Сальвадоре и других странах Центральной Америки. Об этом говорит и тот факт, что сейчас Мексика побеждает соперников с большим трудом, чем ранее. Позиция ФИФА почти не оставляет шансов мексиканцам на решение проблемы путем реорганизации. В ближайшее время Мексика будет оставаться ориентиром в области футбола для стран Центральной Америки. Чемпионат мира во Франции должен показать, сумеют ли мексиканцы найти иные способы улучшения своих результатов на международной арене, кроме тех, которые ФИФА считает неприемлемыми.